Друзья, добро пожаловать на наш подкаст под названием «Биринчи байлык денсаулык». Меня зовут Джипар Керималиева, кандидат медицинских наук, основатель клиник сети Авиценна. Все мы знаем сегодня, что интернет является мощным инструментом информации. Цель нашего подкаста – распространить, рассказать, довести до всех наших зрителей о здоровье, о болезни, о профилактике болезней, методах диагностики болезней. И еще раз подчеркну о профилактике болезней. Сегодня я спешу вас познакомить с мегадоктором-кардиологом Айнагуль Сексеналиевна Джумагулова, лауреат государственной премии, заслуженный деятель науки и техники Кыргызской Республики, доктор медицинских наук, профессор Айнагуль Сексеналиевна. Добро пожаловать на наш подкаст, Айнагуль Сексеналиевна. Спасибо. Айнагуль Сексеналиевна, давайте расскажем нашим зрителям о самой распространенной болезни, гипертонической болезни. О гипертонической болезни все знаем, но столько осложнений. Вот статистика говорит о том, что печально, да, вот статистика, что чуть ли не 42% смертности от этой болезни, то есть от его осложнений. Можете ли рассказать об этой болезни? Спасибо большое, Джипара Абдуказиевна. Вы поднимаете очень актуальную тему. Очень актуальную тему. Дело в том, что сама артериальная гипертония, когда мы говорим артериальная гипертония – это повышение артериального давления у человека. И вот когда мы говорим о том, что давление повышено, это тогда, когда при измерении оно составляет 140/90 и выше. То есть все должны помнить, что 140, 90 и выше – это уже повышенное артериальное давление. Почему оно актуально? По той простой причине, как вы правильно сказали, это самое распространенное заболевание. Причем статистика показывает, что с годами, с десятилетиями оно нарастает. Ну, такова может быть биология человека. Я приведу один простой пример. Если 30 лет тому назад, в 1990 году, во всем мире насчитывалось 650 миллионов гипертоников по всему земному шару, то через 30 лет, это вот в 2019 году, сейчас в мире насчитывается 1 миллиард 280 миллионов гипертоников. В 2 раза. За 30 лет число гипертоников увеличилось в 2 раза. И эта тенденция будет нарастать. И с повышенным артериальным давлением будут сталкиваться не только терапевты, кардиологи, любой специалист, хирург, акушер-гинеколог и так далее будет иметь пациентов, у которых повышенное артериальное давление. И все-таки в первую очередь повышенное артериальное давление должно знать само население, как вы правильно говорите. То есть получается, не только у нас такая статистика, это по всему миру, да? По всему миру. Каковы причины, почему она такая распространенная? Вот такая статистика, Джипар, вот то, что увеличивается количество гипертоников, больше всего вот эта частота распространения, она приходится на страны с экономикой еще неразвитой или развивающейся экономикой. И связано это, к сожалению, с нашим образом жизни, вот на который мы... Есть факторы риска, которые предрасполагают к повышению артериального давления. Это низкая физическая активность, это потребление соли ненормированное. То есть для нас вот у менталитета Неосведомленность влияет. Конечно. Дело в том, что повышенное кровяное давление, вот артериальная гипертония, еще в 70-е годы его называли тихим убийцей или молчаливым убийцей. Почему тихий убийца, молчаливый убийца? Как вы правильно сказали, повышенное артериальное давление, вот человек может ходить с высокими цифрами давления, даже 170, 160/100, но он будет чувствовать себя практически здоровым, у него ничего не болит. Оно бессимптомное.
Вот нет симптомов. Симптом – это боль. Это какой-то симптом. Если у человека что-то болит, хочет, не хочет, он обратится к врачам. Он будет просить избавиться от этого своего недуга, да, то, что его Да. мучает. А коварство той же артериальной гипертонии в ее бессимптомности. То есть человек узнает о том, что у него повышенное давление, к сожалению, когда может возникнуть инсульт. Потом выясняется, что он ходил с высоким давлением. Когда возникает инфаркт, когда возникает сердечная недостаточность, то есть уже осложнение. Вот вы правильно совершенно сказали в самом начале, что коварство-то самой гипертонии заключается в ее осложнениях. Потому что в первую очередь повышенное кровяное давление – это сосуды. На него реагируют сосуды. Есть так называемый орган-мишень. Вот почему называют орган-мишень. Вот жизненно важные органы являются мишенью для этой пресловутой гипертонии. Это в первую очередь сердце, потому что в ответ на повышенное давление увеличивается мышца сердца. Мы называем гипертрофия сердца, потом гипертензивное сердце. Страдает головной мозг, потому что сужаются сосуды головного мозга. Это уже в конечных стадиях, да? Да, это, ну, вот когда десятилетиями, действительно на десятилетиями, вот человек не мерит у себя давление, потому что самый парадокс-то Джипаров Доказиевна заключается в том, что самая легкая диагностика гипертонии – это вот измерение давления. Измерение Вот и давления. всё. Вот со Почему? скольки лет все-таки вы рекомендуете измерять давление? Я думаю, что подростковый образ обязательно, подростковый возраст, потому что у детей, да, но у детей, особенно у тех, у кого в роду уже есть гипертоник, мама гипертоник, папа, Первичная. дядя, бабушка, дедушка. То есть если она передается не сама гипертоническая, а предрасположенность к гипертонии, передается гипертонию, видите, повышение давления регулирует так называемые гуморальные органы. Есть такое симпатоадреналовая система у человека, есть ренин-ангиотензин-альдостероновый, водно-солевой обмен. И вот есть такие гены, изменения в которых вот в гиперактивности вот этих систем, регулирующих тонус сосудов и повышение артериального давления, они могут передаваться по наследству. И если человек, у которого уже есть отягощенная наследственность, не будет соблюдать навыков здорового образа жизни, да? Когда в семье есть гипертоники, дети, вот 3 поколения могут прийти. Бабушка, дедушка, родители и дети. Мы можем иногда собирать 3 поколения. Потому что сейчас и бабушки молодые, вы совершенно молодая бабушка, Да? пример. Вот. И родители молодые, и дети уже взрослеют. Да? Но если есть наследство, мы обучаем. Обучаем, и вот как мы с вами начали, какие факторы риска? Есть факторы Генетический риска фактор. изменяемые, вот куда мы можем вмешиваться, модифицируемые называется, и есть немодифицируемые. Генетический пол, возраст – это немодифицируемые. А вот модифицируемые факторы, на которые мы можем влиять, это образ. На первый план, даже не на первый, я бы одинаково, они одинаковы по значимости. Это солевая нагрузка. Солевая нагрузка, когда у нас традиционно соль добавляют в чай, традиция, да? У нас употребляют, особенно в сельском мясе, оно вкусное, но соленое мясо, да? Оно хранится долго, оно вкусное, но оно содержит больше соли, чем нужно человеку, поваренной соли, натрий хлор. Это курут, который у нас есть, да? И плюс Вот очень много курут очень изделий. часто стали употреблять. Да. Но то, что вы Солевая говорите, нагрузка большая. чай с солью или мясо соленое, да. она отходит как бы. Это, знаете, Еда предрасполагает кочевников. еда кочевников, но, к сожалению, если кочевники в свое время динамично двигались, и первое, они не злоупотребляли, они ели умеренно. У нас идет пересаливание пищи, переедание соли. Я приведу такой интересный пример, который распространился сейчас с 2024 года во все страны. В 2023 году на Европейском конгрессе кардиологов коллеги из Китая продемонстрировали очень интересное исследование, которое они проводили в течение 4 лет в Китае. Причем там 600 тысяч человек было задействовано.
То есть 300 человек, 300 жителей Китая в одной провинции Китая, другая провинция как бы контрольная была, 300 тысяч человек. Это Получается, впечатляет. эксперимент, Это научный впечатляет. эксперимент. Это исследование. Такое Исследование, исследование да. было проведено. И вот в провинциях, которая была исследуема, у них при употреблении соли ионы натрия в соли заменяли ионами калия. Мгм. Вот они употребляли вот такую соль, где натрия меньше. И оказалось, что через 4 года вот в тех провинциях, которые употребляли ограниченное количество соли, у них в целом в популяции на 14% снизилась частота инсультов. То есть они напрямую показали, что снижение поваренной соли влияет на давление и на частоту инсультов. А физиологически это очень легко объяснить, потому что тот же натрий-хлор, натрий что он делает? Он притягивает к себе воду. Натрий оседает на стенке сосудов. А у человека есть такие периферические сосуды мышечного слоя. И вот когда он оседает на стенке, сосудов. ну, популярно я говорю, не с точки зрения Да. там, физиолога, да, если популярно, то притягивает к себе воду, и стенка сосудов становится как бы отечная. Эта стенка сосудов уже сужена сама по себе, это уже гемодинамически повышает артериальное давление у человека. И второй очень опасный фактор. Опасный фактор в том, что вот эта вот стенка отечная, она гиперреактивна. То есть человек поволновался, человек стресс испытал, у него выбросился норадреналин, и эта стенка очень сильно спазмировалась. Если бы она не была отечной, она бы такой спазм не дала. И вот развивается криз. Получается, Гипертонический вот уже криз. третий Мгм. фактор – это стресс, да? Стресс, стресс, он, гиподинамия, сам стресс, он как бы Мгм. спровоцировать может повышение, а предрасполагает Триггерный к повышению, триггерный фактор, а повышению давления – это первое, солевая перегрузка. Второе – малоподвижный Мгм. образ жизни. Малоподвижный образ жизни, к сожалению, наше население мало двигается. Вот сейчас молодежь стали движение – это тогда, когда человек в течение ежедневно, в течение недели, час физической нагрузкой. Обычную ходьбу, обычная ходьба с ускорением уже достаточно. Анна Алексеевна, на вашем примере скажите, сколько часов вы ходите или сколько шагов вы делаете? У меня 8-9 тысяч шагов ежедневно, ежедневно. Ну и причем я выбрала такой вариант, мне удобно с работы до дома, я как раз Пеший. дохожу, у меня вот около 5 километров идет. Ну и причем Уважаемые зрители, призываю тоже присоединиться к пешему. самый простой Да. метод, самый простой, Пеший вид спорта. самый простой. Полезно, Да. время экономить. Мгм. И пусть плюс психологическая разгрузка, когда, допустим, человек устает на работе, например, даже те, кто долго сидит за экраном компьютеров, долго сидит в статике, вот такая разгрузка психологическая. Но, конечно, нужно выбирать. К большому сожалению, у нас нет такой большой парковой зоны, чтобы можно было оптимально ходить по парковой зоне. Все-таки, Анна Алексеевна, Выбирать каждый вот, человек мгм. должен искать вот эти Конечно, пути, да? конечно, Иначе решать для себя откажет. проблему. Да. Если человек мотивирован для динамической нагрузки, он решит эту проблему. Если Конечно. его не устраивает ходьба, он может в зал ходить. В Анна зал. Алексеевна, как вы думаете, все-таки у нас молодежь, среди молодежи вот именно гипертоническая болезнь идет на убыль или возрастает? Статистика Джипаров Доказеевна показывает, что артериальная гипертония, ну вот если мы возьмем молодежь до 40 лет, допустим, потому что артериальная гипертония – это старше 20 и выше у взрослых. Мы говорим у взрослых, не у подростков, у взрослых, да? Старше 20. Здесь есть разница до, скажем, 40-45 лет между мужчинами и женщинами, у молодых. Вот женщина, благодаря своей детородной, это репродуктивный возраст, женщину защищает ее гормоны. И у женщин
распространенность гипертонии в детородном возрасте существенно ниже, чем у мужчин. И она меньше Очень предрасположена. интересно это. Она защищена. Она защищена благодаря Но, прогестерону. да. Но стоит ей только выйти из этого возраста и войти в климактерический период, она начинает обгонять. Вот статистика нашего тоже Кыргызстана доказывает эту закономерность. Она обгоняет мужчин по частоте инсультов, по частоте инфарктов. А женщина как бы в детородный период, вот то, что сердечно-сосудистый, гиперхолестеринемия, диабет для нее менее распространено, чем среди мужчин такого же возраста, как бы, ну, может быть, по инерции она считает, что у меня проблем не будет. И в меньшей степени подвержена контролировать свое давление. Они больше обращают на главу семьи, на мужчину, чтобы он мерил давление, следил за своим сердцем. Но когда женщина выходит из возраста репродуктивного и входит в возраст постклимактерический, она также должна контролировать свое здоровье, потому что по статистике, я еще раз говорю, к сожалению, частота инфарктов и инсультов у женщин становится выше, чем у мужчин уже в старшей возрастной группе. И На вот сегодняшний день во всех аптеках, во всех лечебницах стоят вот, аппарат для измерения давления. Самый простой. Кроме этого, какие методы диагностики гипертонической болезни? Какие знаете, лабораторные анализы необходимы? Нет, дело вот в чем. Я бы это по-другому немножечко, да. Вот самый единственный метод диагностики – это измерение артериального давления. Но если у человека повышенное кровяное давление, то есть те триггерные, как вы говорили, факторы, которые могут ускорить осложнение вот этого повышенного артериального давления. Это повышенный сахар в крови, гиперинсулинемия, вот то, что мы называем, да, вот нарушение толерантности к нагрузке, раз. Это может нарушение липидного спектра, то есть повышенный холестерин может быть. Фактором риска сейчас относится мочевая кислота, креатинин. То есть человек должен чекап пройти обязательно. То есть особенно лица трудоспособного возраста, вот до 65 лет, допустим, они должны сохранить свою трудоспособность, физическую, интеллектуальную активность, да, и они должны чекап пройти. Как часто надо измерять давление и как часто вот этот чекап проходить? Первый чекап диагностический. Первый чекап диагностический, тогда, когда у человека, кроме повышения давления, есть проблемы с липидным обменом, есть проблемы с углеводным обменом, тогда назначаются соответствующие методы профилактики и лечения, и тогда контроль определяется врачом. Но раз в квартал контроль обязательный, пока это все не придет в норму, пока человек не войдет в тот образ, во-первых, изменение образа жизни – это раз, физическая активность, это снижение веса тела, вот мы с вами Диета, не вот, договорили, да. да, диета Насколько- – это снижение веса тела, в диете ограничение соли, ограничение трансжиров, вот то, что содержится в майонезе, да, трансжиры – это это поставщики плохого холестерина в организм. Трансжиры в первую очередь содержатся в майонезе. Но у нас, к сожалению, готовят очень много сливочное масло из майонеза, вот очень много салатов, да, вот то, что содержит, приправы, да, вот то, что Энергетики, содержит. вот эти Да, они напитки. много содержат, Да. они легко усвояемые углеводы содержат, поэтому диета играет очень большую. Диета ограничения соли, очень где-то 5 порций овощей и салатов должен съедать человек в течение дня. Мы даже на собственном примере не можем этим похвастать, хотя наша республика обладает огромными овощными, причем экологически чистыми, можно выращивать самим, да? Как у меня один сосед говорит, мы салаты готовим, когда только гости приходят. Вот, к сожалению. А это Поэтому- должно быть нормой. Особенно, вот как мы начали говорить, вот если ребенка, у которого есть уже наследственность отягощенная, с детства приучить не
пить кока-колу, вот эти вот эти напитки и так далее, вредные, да, а напротив, тоже скушать морковку, да, салат из растительных. То есть, если он увидит, что в семье это норма, он эту норму перейдет. Если же в семье родители курят, родители употребляют вредные продукты, Да. родители мало двигаются, ребенок, к сожалению, То же самое, впитывает, да. впитывает вот этот образ жизни, и он уходит. Если же в семье принято обязательно спортом заниматься, прекрасно, да. правильно питаться, курение фактически не должно быть, я уже не говорю о злоупотреблении Да. алкоголем, да, курение играет тоже очень большую роль в развитии инфаркта, в распространении вот этого атеросклероза. То есть вот я бы назвала 5 факторов риска, которые могут вызвать осложнение Да. гипертонии. Первое – Вот. злоупотребление соли, которые Чай, модифицируемы. да. Мы можем вмешиваться в них. Это злоупотребление соли, это повышенный вес. Повышенный вес. Да. Вес должен быть в норме, да? Это рост, деленный на вес, деленный на рост в квадрате. Он должен быть 25 килограмм на метр в квадрате ниже, да, у человека. И окружность талии должна быть соответствующая. Это малоподвижный образ жизни. То есть динамическая активность. Человек должен посвящать 7-8 часов физической активности в неделю. Да? Это час ходьбы, той же ходьбы элемент. Здесь Плавание, велосипедные добавлю, прогулки, вот горы. буквально недавно посмотрела вот известный доктор Бубновский Российской Федерации, говорит, что гипертония – это болезнь ленивых. Ленивых. Образа жизни. Совершенно болезнь верно. поведения. Болезнь поведения играет очень большую роль, болезнь поведения. Вот. Это курение и злоупотребление алкоголем. Да? Раньше мы говорили, что можно малые порции алкоголя употреблять, чтобы как профилактика сердечно-сосудистой, профилактика гипертонии. Но эксперты уже в 2023 году однозначно сказали, если у человека есть предрасположенность к повышению артериального давления или если он гипертоник, он должен отказаться от алкоголя. Видите как? Фактически, идея была такая, что малыми дозами, то есть культура употребления алкоголя – это снижение стресса. Человек в депрессии, человек выходит из депрессии. У нас жизнь такая, что тревожность, вот эта тревожность депрессивная, она как бы снимается. Но аэробные нагрузки, даже прогулка, тот же поход в горы – это хорошая психологическая разгрузка. Здесь алкоголь уже не нужен. Да, он выполняет роль психологической разгрузки. Противопоказано. Вот, поэтому и плюс, я бы сказала, не сам стресс влияет, а дистресс. Дистресс – это когда человек не находит выхода из создавшейся проблемы. Стресс человеку нужен. Мы без стресса, он, естественно, мы не можем жить под колпаком. Конечно, Джибар да. Абдыгай. Жизнь Главное такая, что каждый день, вот уметь выходить правильное, находить правильное решение, уметь выйти из этого положения, не входить в дистресс. Дистресс – это когда человек, испытывающий стресс, входит в состояние ступора, входит в состояние глубокой депрессии, глубокой тревоги. Это тот дистресс, который вырабатывает норадреналин, предрасполагает к развитию инфарктов, инсультов и так далее. А человек, который находит выход, как правило, физически тренированный человек, физически активный человек, ведущий здоровый образ жизни, потому что это люди, и, конечно, образование, играет роль образования. Человек должен читать, он должен интересоваться, да, что входит в понятие здорового образа жизни и как можно сохранить свое долголетие. Ведь смысл заключается в том, чтобы сохранить активное долголетие, когда в 90 лет человек работает, когда в 90 лет человек творчески выполняет, да. Он интересуется дальше жизнью, да? И при этом он физически активен, он двигается, он не зависит от своих близких, не нуждается в посторонней помощи. Это играет очень большую роль. Вот эти факторы риска, и знаете, еще позитив, вот на что я обращаю внимание. Потому что есть разные люди.
когда стакан, вот как наш, наполовину, кто-то говорит, стакан наполовину пустой, а кто-то наоборот говорит, а стакан наполовину заполнен. Вот Да. позитивные люди говорят, он заполнен, в нем есть вода. Это не говорит о том, что пустой стакан, в нем есть вода. Вот искать в любой ситуации положительное, даже в негативе найти положительную черту, это вот позитивное, рядом с позитивными людьми легче жить. Вы можете столкнуться элементарно, ну, ситуация там в автобусе, в маршрутке, когда на пустом месте возникает конфликт, и люди, если они утром едут на работу, они на работу приходят уже в состояние такого негативного. То есть они расстроены, им испортили настроение, у них вызвали негативный. Или напротив, вот только возникает какая-то ситуация, и кто-то или в шутку это переводит, или, то есть, снимает вот этот негатив. И, конечно, нужно стараться, особенно в коллективах, в организованных коллективах. Хорошо, когда люди утром идут в коллектив и знают, что здесь люди настроены на работу. Это с одной стороны. И домой идти уже, выполнив, так сказать, чувством удовлетворенности, что ты не зря провел этот день. Мы врачи, там, допустим, Сделал посмотрели полезное, больных, да. мы полезны были нашим пациентам, мы что-то им полезное сказали, мы разобрались с их недугом, допустим, да, помогли. Мы тоже сейчас Вот. сколько наших зрителей Мгм. рассказываем им, вот как предостеречь Да, от вот этой психологически болезни. очень важно. Вот И это все-таки, Анна Гульсиксеновна, вот поставили диагноз. Как вести себя должен этот пациент и его окружающие родственники, скажем? Первое, от родственников зависит то, чтобы запущенная гипертония, как бы тогда, когда присоединилась коронарная болезнь, атеросклероз, человек перенес уже сердечный приступ, имеет стенокардию, тогда на фоне вот тех мероприятий, не медикаментозных методов, это нагрузка, умеренные динамические нагрузки, диета, соль, контроль за весом тела, да, и так далее, нужна отработка лекарственной терапии. Отработкой лекарственной терапии должен заниматься профессионал, врач. Самолечение нет. Сейчас Не огромный допускается. арсенал лекарственных препаратов, но так же, как и люди друг на друга не похожи, точно так же они могут реагировать. Там, допустим, прекрасный препарат одному человеку может помочь, а второму может и не снизить давление. То есть лекарство Поэтому не подбирается копировать. методом Да. нет, не копировать, ни в коем случае. Не лечиться у соседа, не лечиться у знакомых, у Вот, кого я есть заметила гипертония. так. Ой, у меня давление, а у меня есть Да, таблетка. И да, вот, да, да, вот да. этот, Это да, очень опасная вещь. Это опасная вещь, очень вредная. потому Вот, что очень да. вредная, опасная. Он может поверить, скажет, ну ему же хорошо стало, значит и мне будет хорошо. На каждый, вот как люди не Индивидуальный похожи, подход. так же и рецепторный аппарат. Ведь все лекарства действуют через рецепторы. Рецепторы, которые находятся в сосудах, в органах и так далее. И чувствительность, она бывает разная к разному химиопрепарату. И мы подбираем лечение. Мы не говорим, вот когда первый раз к нам гипертоник пришел, мы установили у него диагноз, сопутствующие заболевания. Мы говорим, мы отработали терапию, через 2 недели вы к нам придете. Проводите дневник самоконтроля. Если мы увидим, что не снижается как нужно давление до целевых, мы либо меняем терапию, либо увеличиваем дозу, либо меняем комбинацию препаратов. То есть методом проб. И вот в течение, иногда приходится 2-3 месяца, чтобы отработать терапию. Но если мы отработали правильное лечение, все, пациент, Сам задача контролировал. близких, чтобы они смотрели, выпил, особенно у пожилых людей, не забыл принять таблетку, да? Не забыл выпить вовремя лекарства, не прошел ли на прогулку, правильно ли он питается, регулярно ли питается. Это вот как бы среди семьи нужно просто подконтролировать. И обязательно вся семья, не так, чтобы мы пациенту нашему с давлением, вот малосольную приготовили пищу, а вот себе мы посолим, себе мы там что-то Разрешаем, вредное, да, поедим. Нет, это должно быть образом жизни уже семьи. Мы очень много сейчас об Все-таки этом говорим. пациенты, вот наша мечта всех врачей,
не приходить к врачу больным, а приходить здоровым для профилактики. Для да? профилактики. Для Это самое профилактики. главное. Это самое Мечта каждого главное, врача. потому что когда речь идет... Ну вот мы сегодня не говорим о редких болезнях, но мы говорим о частых болезнях. Вот если мы возьмем распространенность гипертонии в нашем Кыргызстане, как и во всех странах, да, она составляет 40%. Это, считайте, из 10 человек 4 Сколько уже я имеет слышу, Анна Васильевна, давление. у меня давление. Да. С таким Мгм. интересным выражением, как будто у Чуть ли меня не с медаль. гордостью, чуть ли не Медаль, с да, гордостью, чуть ли не да, с чуть ли не с гордостью, говорю. гордостью. Я, к сожалению, своей уже практики довольно большой сталкивалась, когда вот самое опасное, когда люди говорят, не буду я принимать лекарства, я чувствую себя прекрасно, у меня даже Да. давление 200, зачем я должен принимать именно. лекарства? Но когда через год встречаешь этого человека, глубокого Уже. инвалида, перенесшего инсульт, и они же говорят, что же мы вас не послушали. Вот это очень обидно слышать. Вот здесь родственники должны играть очень большую роль. Почему мы в свое время создавали клуб гипертоников, когда мы привлекаем родственников? Вот есть там, допустим, чаще даже мужчин это касается. Он, не буду я пить лекарства. Почему я должен пить? А мы привлекаем супругу, мы привлекаем... В каждой семье есть авторитетные. Допустим, если семья живет с пожилыми людьми, то авторитетная или мама, или папа, да, бабушка, дедушка. И мы говорим, вот мама, все, сын хоть уже сам является, допустим, дедушкой или отцом семейства, да, а бабушка может сказать, пей лекарства, ты должен быть здоровым, ты должен своих внуков поднимать на ноги и долго жить. Вот это авторитетное мнение тоже Да. играет роль. Конечно. Обратимся к нашим зрителям. Как вы думаете, пожалуйста, напишите свои комментарии, необходимо ли сейчас тоже вот ассоциации гипертоников? Я думаю, что все-таки они играли большую роль и сейчас будут играть. Обучение. Насколько она важна? Как вы думаете? И вообще вопросы свои, комментарии мы от вас ждем. Уважаемая Айнагуль Сиксеналиевна, очень приятно было, что вы пришли и рассказали об этой важной болезни, которой страдают наши граждане. И причем эта болезнь самая распространенная. Спасибо вам огромное. Еще раз спасибо. И я думаю, мы с вами еще не один раз встретимся здесь. Спасибо вам Большое. огромное. Пожелаем всем здоровья, да, Джипар самое Абдуказин? главное, Пожелаем здоровья. Поэтому соблюдайте все предостережения, которые рассказала Айнагуль Сиксеналиевна. Спасибо. Да, спасибо.